Мы все хотели бы жить в справедливой стране. У нас сегодня проходит плановое мероприятие, которое определено планом противодействия коррупции в Республике Саха-Якутия. На площадке исторического парка собрались сегодня 150 школьников, старшеклассников, 9, 10, 11 классы. Партнерами нашего мероприятия являются музейный комплекс «Россия. Моя история», детское издательство «Кескиль», ресурсный центр «Юные якутяне», просветительское общество «Знание» и другие. Сейчас будет проходить лекция на тему «К нам едет ревизор» с точки зрения антикоррупционного законодательства. Лекция будет транслироваться в прямом эфире. Кроме того, сегодня будет, вот как вы видели, представлена выставка от Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Здесь собрана литература на антикоррупционную тематику, а также будет представлен наш совместный проект управления при главе Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений и Национальной библиотеки «Будущее без коррупции». Сегодня у нас проходит просветительское мероприятие для подрастающего поколения в рамках реализации плана просветительских мероприятий, утвержденного главой республики. Мы решили, что все-таки подрастающее поколение должно у нас охватываться нашими профилактическими мероприятиями, направленными на привитие нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, да, но не в том формате, который все-таки больше для взрослого населения подходит, да, с позиции коррупция, борьба с коррупцией и ее меры, а все-таки с позиции детского взгляда через честное отношение к себе, к окружающим, через наличие справедливых решений и правильности формирования мнения детей на этот счет. То есть, это больше, наверное, все-таки связано с воспитательным процессом, чтобы дети, которые у нас подрастают и в дальнейшем сменят нас как госслужащих, как муниципальных служащих, уже должны четко для себя представлять, что такое честь, достоинство и совесть. Сегодня у нас интеллектуальная игра «Что, где, когда» в честь Международного дня борьбы с коррупцией. Участвуют школьники, команд очень много, как вы видите. Вопросы будут на тему коррупции, законодательства, на общие знания. Все любой вопрос можно знать, имея в голове только запас школьных знаний.